Семипалатинский полигон – самый крупный ядерный полигон XX века. Несмотря на опасность, которую представляют некоторые участки этого района, он является единственным ядерным полигоном в мире, на некоторых территориях которого все еще проживают люди. Строительство полигона было начато в 1947 году в соответствии с секретным постановлением Совета министров СССР. Первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было проведено на этом полигоне 29 августа 1949 года. Мощность бомбы составила 22 килотонны. Создание полигона было частью атомного проекта, и выбор был сделан, как оказалось впоследствии, весьма удачно. Рельеф местности позволил проводить подземные ядерные взрывы и в штольнях, и в скважинах. С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в период с 1949 по 1963 год, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В опасных зонах бывшего полигона радиоактивный фон до сих пор доходит до 10-20 миллирентген в час, и несмотря на это на полигоне до сих пор живут люди. Территория полигона никак не охранялась и до 2006 года никак не была обозначена на местности. Население использовало большую часть земель полигона для выпаса скота. О колоссальном вреде ядерных испытаний для здоровья и жизни населения Восточного Казахстана советские военные и ученые получали информацию еще в 50-х годах, но несмотря на это испытания продолжали проводиться до 1989 года. Жертвами испытаний ядерного оружия стали свыше миллиона казахстанцев. Жители территорий, прилегающих к Семипалатинскому полигону, получили невосполнимый вред здоровью, злокачественные опухоли, болезни нервной системы, лучевую болезнь. Тысячи детей в Восточном и Северо-Восточном Казахстане из-за воздействия радиации появились на свет с врожденными тяжелыми болезнями. Ядерные взрывы на полигоне стали причиной преждевременной смерти тысячи граждан и в целом высокой смертности населения. Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года. Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне были прекращены благодаря гражданам Казахской ССР, которые начали выступать с требованием закрытия полигона в конце 80-х годов. На прекращение ядерных испытаний на территории Семипалатинского полигона значительно повлиял Саим Балмуханов, выдающийся ученый и врач. 29 августа 1991 года указом президента Казахской ССР Семипалатинский ядерный полигон. В принятии этого решения сыграло народное антиядерное движение Невада-Семипалатинск и его лидер Олжас Сулейменов. Значительная часть территории Семипалатинского полигона и прилегающие к нему районы Павлодарской, Семипалатинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей были признаны зонами экологического бедствия. Некоторые зараженные участки полигона будут представлять опасность и оставаться непригодными для жизни на протяжении свыше 1000 лет.